И вот сегодня с утра, с 8 часов утра прекратило работу погрузочно-транспортное управление Якутугля. Причина? Ну, о причине, я думаю, они расскажут сами. Ну вот сегодня у вас забастовка, сегодня остановились тепловозы. Да. Главная причина? Невыполнение приказа Якутугля от 25.10.90 года о распределении жилья по Якутуглю. В чем выразилось невыполнение приказа? Так как мы считаемся работники Якутуглю и относимся к Якутугля, они выражают наши интересы о переселении наших семей, потому что мы живем в железнодорожных вагонах, а горосполком против нашего переселения. Жить мы больше не можем. Мы живем там с 80-го года. В 83-м, по-моему, протянули ЛЭП. Прежде чем протянуть ЛЭП, нужно было переселить семьи. А у нас это не сделали, не выполнили. Сейчас вторую линию тянут. Мы живем в железных вагонах. Это категорически запрещено жить в таких железных вагонах, находясь под ЛЭПом. Живем вообще в ужасных условиях. Не имеем ни воды, мы по 2 недели без воды находимся. Не имеем ни отопления, не имеем ни туалета никакого. Но в итоге горосполком против переселения. А чем они мотивируют? Они мотивируют тем, что мы не вошли в программу горосполкома. Хотя программа горосполкома, за программу горосполкома голосовали депутаты. Наш депутат, товарищ Новохатько по нашему округу, за Станцугольну он ничего не сказал. Поэтому мы оказались, работала комиссия по жилищному бытовому условию. Но эта комиссия Станцугольну не приезжала. Когда мы задали товарищу Калмыкову вопрос, почему комиссия нас не посетила, он ничего не ответил. Сколько человек проживает сейчас в вашей деревне? В нашей деревне проживает 19 семей. 19 семей. Да. С какого года в среднем там работают? Ну, Работает у вас? 81 год. Начало 81-го. 81 год. Вот, человек, который вагоны ставил эти, вот, заселяло нас погрузочное транспортное управление, которое непосредственно относится к Якутуглю. У нас 81, 82, 83, ну и пошли дальше. Где-то на учете ваше жилье стоит? Конечно, на балансе Якутугля. Якутугля. Да. Якутугля вам предоставляет квартиры? Да. Предоставляет. Согласно приказу он предоставляет. И эти квартиры до вас не У доходят? нас эти квартиры, вот даже по приказу распределены уже номера квартир. Все, То есть это конкретно на вашу деревню? конкретно нашу деревню, На 19 пофамильно. На все 19 семей, на выселение? Да. Мы уже На свои выселение. квартиры смотрели. уже Вчера свои. решался этот вопрос, но мы ходили к этому Торговкину, хотели попасть, нас не приняли. Сегодня вот тоже мы ждем, нас не исполком. То есть квартиры вам выделены, а исполком вам их не отдают? Да, не утверждали. Мотивируют тем, что вы не вошли в план. Мотивирует тем, что мы не вошли в план исполкома. Он не утверждает. И вот на сегодняшний день забастовка во что она выливается? Сколько стоит? С 8 утра. С 8 утра Да, стоят мы все мы локомотивы. вчера до 6 вечера были в горосполкоме, ждали окончательного решения, но как вышли и сказали нам, что С нами даже не стали с разговаривать. нами даже не стали разговаривать, сказали, что вопрос не решен. Сегодня с 8 утра, то есть не идет отгрузка угля, да? Да, Не работает? да. Не, грузы, не уголь, ничего. Это автоматически, значит, стоит и фабрика. Все Да, остается. И разрез стоит, и все. Полностью Не предписано. принимаются ли Представители горосполкома. Вчера кто-то был предупрежден о вас, что у вас сегодня будет? Нет. Нет. То есть это ваша стихийная... Это наша вынужденная мера. Это первое, потому что, говорю, сколько мы не обращались в исполком, что мы ходили к Калмыкову тогда на заседание. Ну, говорят, ждите следующего года. Мол, ну и вообще, если рассматривается вопрос, кто на наихудших условиях живет, то я не знаю, сколько нам еще можно Ну ждать. понятно, вот сейчас время 12 часов, 4 часа уже стоит все производство Якутугля. Какие-то вот у вас есть риги по вашему вопросу? Никаких горисполком уже общили. И Товарищ ни одного Емельянов человека. приезжал, он сказал, что мы, конечно, оставим ваши интересы. Но от нас это не зависит. Якутугль отстаивает ваши интересы, но от нас это не Вы как зависит. сами считаете, держаться до конца будете или... Да, до конца. То есть, Нам да, ничего не остается делать. Вот такое положение, локомотивы гудят, работа стоит.